Средневековый Карачай, существовавший с начала 15 века до начала 19 века, был намного больше современного Карачая и включал в себя территории современных Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики и примыкающий к ним Ковминводский регион Ставропольского края, занимая более 30 тысяч км. Обозначенная территория Карачая была коренной частью Алании. Алания являлась частью Кавказской Булгарии или Балкарии, а затем и победившей ее Хазарии, Кавказской Кумании и Золотой Орды. После уничтожения Тамерланом Алании в 1396 году государственность Алании восстановилась в Барс-эль-Карачай, то есть Барсов, Алан, народ, Эль-Карачай, в 1428 году и просуществовал до принятия российского подданства в 1828 г. Карачай был единственным субъектом истории Северного Кавказа, который вошел в состав Российской империи в 1828 году. По договору и с учетом своих условий сохранения внутреннего самоуправления и шариатского суда. В. А. Пота. Кавказская война, Т. 5 Ставрополь, 1994. С. 337-338. Ни один кавказский народ, за исключением карачаевцев, азербайджанцев и грузин, не входил в состав России по договору. Данное обстоятельство указывает не только на их более высокое общественно-государственное развитие. Исторический факт договорного вхождения этих народов в состав России совпадает с тем, что только у них имелись свои породы овец, лошадей, коров и свои типы кавказской овчарки. А создание своих пород животных указывает на их самостоятельное и укорененное развитие, в отличие от пришлых или зависимых народов. Слово «карачаевец-кьярачайлы» до включения в состав России означало не этническое, а географическое понятие, было производным от названия территории Карачай и обозначало жителя Карачая. И только после сталинского раздробления всех тюрок Российской империи на малые народы и обозначение части Карачая, Балкарии, карачаевец, превратилось в понятие этническое. А другая часть жителей Карачая были названы балкарцами-балкарами, именем только одного из своих древних предков. Карачаевцы и балкарцы до сих пор являются единым народом, с единым языком, единой духовной и материальной культурой, с общими объединяющими самоназваниями, этническим Алан и географическим Таулу, то есть горец, житель гор. Таким образом, в нашей книге под названиями «Карачаевская кавказская овчарка», «Карачаевская овца», «Карачаевская лошадь» понимается принадлежность их не только современным карачаевцам, но современным балкарцам. В историческом понимании Карачай есть название одной из областей вокруг реки Кубань древних тюрко-кавказских государств Алании, Кавказской Болгарии, Хазарии и Кавказской Кумании, а современные карачаево-балкарцы – сохранившаяся часть Алан, болгар-балкар. Хазар и Куман – жители области Карачай. Балкары, болгары, булгары, как и аланы, упоминаются римскими и китайскими летописцами с II века д.Н. эры. В этой книге слово «Карачай» понимается как сохранившийся осколок древних тюркских народов, государств и животноводческих культур Кавказа. Такое же значение вкладываем в слова «карачаевская кавказская овчарка», «карачаевская овца», «карачаевская лошадь». В прошлом карачаевская животноводческая культура вместе с носителями этой культуры гунну, болгары, аланы, хазары, куманы занимала большую часть Северного Кавказа, иногда эмигрировала в Европу и Малую Азию. Но сохранилась в своем древнем виде до 1943-44 только в Центральном Кавказе, в районе современных Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и, возможно, Осетии. В исходном буквальном значении слово «карачай» есть дагунское, алано-булгарское название реки Кубань и означает на языке алан-булгар, на карачаевском языке 1. Могучая река, 2. Родниковая чистая вода. Для сомневающихся в нашем утверждении добавлю, в Челябинской области существует озеро Карачай, печально знаменитое как место хранения радиоактивных отходов. А в Азербайджане есть река Карачай, маленькая речушка Карачаевка на стыке областей Липецкой, Тульской и Рязанской. На территории Турции также есть несколько рек с названием Карачай.